Добрый вечер. Завершаются хлопоты, связанные с новоселиями и встречей главного гостя. 18 октября президент России Владимир Владимирович Путин прибыл в Ленск для окончательной приемки всех восстановительных работ. Первым встретить президента России готовился поселок Новая Мурья, расположенный в 25 километрах от города Ленска. Здесь 50 новых домов, построенных нерюнгринскими строителями, раньше всех обрели своих хозяев. В них заселились семьи из Мурьи и Сальдыкёля, а 60 сельских ребятишек получили новую школу. Недалеко от нее, на подготовленную площадку, в 11 часов 50 минут приземлился вертолет президента России. Нормально? Нормально, хорошо. Тепло? Намного большой, еще в школу не ходит. Пойдем в школу. Ты что раздетый стоишь, да? Встречает. Что это так? Приглашай. Уважаемые гости, учащиеся Муринской школы приветствуют вас. Спасибо. Тебя как зовут? Максим, одевайся. Ты что такое? Скажи. Что можно сказать? Да. Владимир Владимирович. Он растерялся, да? Скажи. Благодарности хочу подарить вам подарок. Спасибо От тебе всей большое. школы. Спасибо. А этот от кого? А это тоже. Тоже от школы? После посещения школы российский президент принял приглашение побывать в доме семьи Воробьевых, который уже месяц обживается на новом месте. Хозяйка дома приготовила чай для президента. К вам такой гость идет. Как вы к этому относитесь? Нормально, конечно. Мы очень довольны, что будет в нашем доме Путин, Владимир Владимирович, Шойгу будет и Николаев, конечно. Что вы можете им сказать, например? Им, конечно, мы можем что сказать, благодарность большую за то, что они сделали. Что Путин, конечно, сказал, что все они сделают для того, чтобы люди жили, чтобы под открытым небом не оставались. Но он свое слово сдержал, конечно, мы очень ему благодарны. И Сергею Шойгу благодарны, и Николаеву, нашему, конечно, президенту. Ясно. Чем угощать будете? Ну, угощать я буду, в общем-то, там многое не полагается на стол ставить. Ну, в основном кондитерские изделия, чай. Вот такое. Нашу якутскую. Нашу якутскую. Ну вот я хочу постряпать пирог рыбный. Владимир Владимирович Путин на месте сам принял работу генерального подрядчика стройки, руководителя Якутуглестроя Леонида Жука, и на прощание сфотографировался с жителями нового поселка. Владимир Владимирович, можно? Спасибо. Осмотрев с вертолета другие строительные площадки Ленска, президент России совершил пешую экскурсию по микрорайону Алроса, где, чтобы убедиться в качестве возведенного жилья, зашел в один из двухэтажных многоквартирных жилых домов. На территории этого нового поселка расположено 80 таких домов. Их жители в основном работники подразделений алмазной компании. Теперь они прописались на улицах, которые названы в честь строителей поселка – Донская, Новосибирская, Белорусская. Нарушая план осмотра, он зашел не в один, а в два коттеджа, предназначенных для многодетных семей. Одним из основных сооружений по плану восстановительных работ было возведение и защитной дамбы. Она теперь опоясывает город с двух сторон, и по ней кортеж машин доставил президента России в поселок Северный. 4 месяца назад, в прошлый визит Владимира Владимировича, жители пострадавших домов не знали, что будут владельцами благоустроенных квартир на том самом высоком месте города, где в мае спасались от наводнения. Я с 5 мая приехала сюда, на новый поселок. Мне нравится. Дома тепло. И квартира большая, комнаты большие, кухня большая. Мне это все нравится. Как с соседями ладите? Мы пока еще не знаем, кто у нас такие соседи.
До последнего момента, перед встречей президента России, новоселы переезжали, благоустраивали и обживали свое жилье в надежде, что именно к ним заглянет высокий гость. В новых домах получили квартиру малообеспеченные семьи, ветераны и вдовы участников Великой Отечественной войны, которые в паводок лишились и жилья, и имущества. Я очень довольна вот этой квартирой, очень довольна. Не знаю, зима как, говорят, он, это как называется, панельный или как ли? Ага. Но мне объяснили, говорит, что не беспокойтесь, бабушка, не беспокойтесь. Такие, говорит, дома далеко на севере стоят, и люди живут и не замерзают. Говорит, замерзнуть вам мы не допустим. Если что, мы второй обогреватель дадим. Люди-то хорошие тут, хорошие люди. Президент России сдержал обещание и посетил квартиры в новоселах. На месте оценил работу строителей со всей страны. Прекрасный спортивный комплекс для детей поселка Северный не мог оставить его равнодушным, и Владимир Владимирович попробовал сам сразиться с ребятами в настольный теннис. Чуть позже, в дар храму святителя Иннокентия, возведенному за короткое время на берегу Лены, российский президент передал икону Николая Чудотворца. А заключительным пунктом поездки Владимира Владимировича Путина по Ленску стала школа номер 1. Буквально на несколько минут он заглянул и в компьютерный класс, и в кабинет физики. Ничего страшного. Какой класс? 9. Скоро заканчиваете? Скоро заканчиваем. Нравится школа? Все хорошо, не понимаю. Никогда еще такой представительной аудитории не собирал актовый зал школы. Здесь присутствовали все руководители России и Республики, ответственные за проведение восстановительных работ. Секретарь Совета Безопасности Владимир Рушайло, другие высокопоставленные лица. Открыл совещание президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Добрый день, уважаемые коллеги. Цель нашей сегодняшней встречи, цель совещания – подведение окончательных итогов выполнения тех работ, которые были проведены в Ленске и в некоторых других населенных пунктах Якутии после стихийного бедствия в этом году. Работы были проведены в самый кратчайший срок. Результаты мы сейчас посмотрели. Давайте послушаем это в цифрах. Министр МЧС России Сергей Шойгу отчитался о проведенной работе, и слово было предоставлено президенту республики Михаилу Николаеву. Вы помогли в восстановлении разрушенных поселков, города. Вслед за вами вся Россия помогла. Мы получили в виде гуманитарной помощи на 80 тысяч пострадавших людей 4700 тонн. Это практически по 50 килограммов на душу. Это очень большая помощь. Только один Ленск получил с регионов России порядка 120 тысяч тонн строительных материалов и других материальных ресурсов, где очень четко работали транспортный комплекс, железная дорога, речной флот. Сверх плана сегодня будет введено еще порядка 200 квартир. Затем заслушали выступление главы администрации Виктора Самойлова о перспективах Ленска по нефти и газу и о дальнейшей эксплуатации жилого фонда поселков Северный и Транзит в будущем. На примере Ленска Госстроем России был разработан новый порядок строительства жилья в сжатые сроки. После утверждения в правительстве России совместный опыт, достигнутый и якутскими, и российскими строителями, будет применяться и в других регионах. В заключение президент России подвел итог восстановлению Ленска, дал оценку работе правительственной комиссии. Сегодня очевидно, что работы выполнены в полном объеме, в полном намеченном объеме. Это, кстати сказать, не значит, что
все сделано то, что нужно для людей. Сделано только самое необходимое. Сделано хорошо, качественно, но самое необходимое. Еще раз хочу подчеркнуть, это не значит, что все проблемы решены Ленской и региона в целом. Главный экзамен будет, собственно говоря, поставлен строителям весной. Было бы совершенно несправедливо не отметить особенно добрым словом тех рядовых строителей, которые в очень тяжелых условиях провели эту работу, осуществили этот огромный комплекс восстановительных работ. Все честно и добросовестно работавшие на восстановлении Ленска заслуживают особой благодарности. И руководители республики, министр МЧС, ведомство строительное вышли с предложениями о награждении особо отличившихся здесь строителей государственными наградами. Некоторые документы уже подписаны, другие будут подписаны в самое ближайшее время. Но мне думается, что будет правильно, если мы торжественно это мероприятие проведем, как и положено, в Москве. Мне кажется, что если мы, несмотря на все сложности, с которыми сталкивается страна, то в одном регионе или в одной или другой сфере деятельности, отрасли, будем также эффективно, настойчиво и целенаправленно работать, как здесь, мы многого можем добиться. Хочу поблагодарить, Сергей Павлович, вас еще раз, Михаил Ефимович, вас, строительному комплексу спасибо и руководителю, и особенно вашему заместителю, который здесь провел практически все это время, лично работал. Надеюсь, что администрация города Ленска, место администрации вообще будет эффективно эксплуатировать то, что здесь создано. Рассчитываю на то, что и люди, которые получили новое жилье, и которые сегодня так радовались, а люди действительно были рады. Мне вот женщина одна на улице говорит: мы с вами встречаемся второй раз. Первый раз я стояла на улице, когда вы приехали, и плакала. Сегодня с удовольствием отмечаю, что мы вот живем вот в такой квартире, и внук родился, и есть перспектива. Но очень надеюсь, что и люди, которые получили это новое жилье, будут относиться к нему бережно. Все это должно эксплуатироваться в соответствии с требованиями техническими, и те специалисты, которые остаются, готовы будут оказать необходимую помощь и поддержку. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо большое. Свои впечатления, сложившиеся во время повторного всего за 1 год посещения Ленска, первый руководитель страны выразил на встрече с представителями прессы. Вы что, не доверяете чиновникам, что приехали сюда, посетили около десятка квартир, общались с народом? Речь не о недоверии, а о выполнении взятых обязательств и о завершении работ, которые были намечены. Вы считаете, что Владимир Владимирович, как вы видите дальнейшее развитие отношений с таким большим регионом, как Якутия? Якутия очень богатый край, очень перспективный. Здесь и прежде всего богат людьми талантливыми. Мы видим, кстати сказать, и по примеру Ленска, значительная часть жилья была восстановлена местными строителями по местным технологиям. Но кроме этого есть еще и природные богатства, и алмазы, и мы сегодня говорили, и нефть, и уголь, и газ. Поэтому этот край очень перспективный. И абсолютно уверен, не сомневаюсь ни секунды в том, что у него очень хорошее будущее. Спасибо большое. 3,5 часа, проведенные президентом России на Ленской земле, пролетели быстро. Но этот визит показал многое. Сильная федеральная и республиканская власть, способная сдерживать обещания и защитить в трудной ситуации население отдельно взятого города, может добиться многого. После Ленска через Мирный президент России Владимир Владимирович Путин вылетел в Шанхай.